Госпрограмма по реформированию пенитенциарной системы, которая включает в себя как тюремную, так и систему пробации. Это очередной, на самом деле, стратегический документ, который содержит основные направления развития этой системы. И в этом очередном документе предусматривается анализ исполнения предыдущих документов и вырабатываются планы на будущее. Да? Система исполнения наказаний, она является зеркальным отражением той уголовной политики, которую проводит государство. Именно посмотрев на ситуацию в тюрьмах, можно судить о правильности или неправильности той политики, которую проводит государство. Поэтому сегодня был уже разработан такой единый документ, который рассматривает вопросы пробации, тюремной системы, вопросы развития департамента по охране и конвоированию в единый документ. Данная государственная программа охватывает несколько очень важных разделов, которые касаются, в первую очередь, это прав человека при реализации государственной программы в учреждениях тюремной системы и в учреждениях службы пробации. Как работать, например, с клиентами пробации, с осужденными, какие услуги социальные правильно оказывать, насколько они должны быть эффективны, вообще эффективность, о том, чтобы разработать стандарты, систему оценки данных оказываемых услуг. Кроме этого, важным условием является данной госпрограммы является также то, что обсуждается повышение именно кадрового потенциала всей уголовно-исполнительной системы. Это наше первое такое заседание открытое с привлечением неправительственного сектора, гражданского сообщества, экспертного сообщества, заинтересованных подразделений государственных органов, а также аппарата омбудсмена, НЦПП. И в свете этого мы сегодня действительно получили хороший результат, я думаю, и определенный багаж. И по окончанию срока общественных обсуждений, где-то 30 декабря, к концу этого месяца, мы, думаю, еще дополнительно получим. И потом, уже отработав все эти материалы, рассмотрев, проанализировав, где-то ввести, возможно, какие-то корректировки и выставив на представление руководству ведомства, в установленном порядке перенаправим его в кабинет министров для его дальнейшего рассмотрения и утверждения.